Вот она, ребята, смотрите, у нее вымыла полынью, и вот она вылазит. Раз. Вон голова у нее. Интересно. Вот у него под снегом, ребят, смотрите, норки. Ай, красотка. Вот они живут здесь, красавицы. Оп, нырнула. Сейчас где-то вылезем. Ну и лед. По самую рукоять. Ну что, ребят, всем привет. Очередной выход. Середина марта, ребята. Наконец-то у нас оттепель. Второй день уже плюс. И пошла оттепель капитально. С крыш все попадало, у кого профнастил. А сугробы не маленькие. Ну, короче, ребят, тепло, хорошая погода. Время сейчас 2 дня, ребята. Выехал на расстановку желез. Живец у меня был с запасом. Поделал дела свои и в обед стартанул. Прибыл, ребят, на речку. Здесь у меня есть местечко такое интересное. Здесь вот именно в это время я частенько ловлю щуку на желез. Щука здесь не крупная, до килограмма, травянка, но она радует частыми поклевками. В прошлом году я здесь, ребята, отлично кайфовал. Брал даже дочку с собой. И мы вот здесь ставили палатку, и в районе 10 желез, вот так, метров 50. Флажки только вставали, мы бегали, и она радовалась. Ну, было круто. Вот решил, ребят, тоже я зарядиться. Водичка вроде пошла. Должна щука тронуться на реке. Здесь немного есть старых унок. Кто-то искал окуня. И вот вспомогательно я еще их добавляю, как бы пробуриваю, чтобы время быстро не терять. Потому что сейчас бурил, но лед прям по самую, ребят, рукоять. Короче, лед толстый. И сейчас вот так здесь бережок расставлю.
А вечер, если сработок не буду, пойду выше. Ребята там рыбачат плотву и льца. Скоротаю вечер там, а завтра с утра приеду уже и полноценно будем здесь пробовать рыбачить. Ну, возможно, с вечера что-то тоже клюнет, будет интересно. Ну, а пока, ребят, 3 час, надо расставиться, а уже потом можно ехать рыбачить. Вот такие планы у меня, чисто ради себя, ради интереса. Проверю эту же бровочку. Тут спускал жерлицу сразу в корягу. Здесь, ребята, по камере тут раз в прошлый год смотрел, когда мы окуня здесь искали. На дне просто вот так бревна, и щука вот там стоит. Если щука хватает, здесь надо, ребята, сразу ее подсекать или на жерлице делать петлю, потому что у меня 10 метров заряжено на каждой жерлице. Это очень много. Надо делать петельку хотя бы 3 метра, чтобы она разматывала, потому что здесь моментально она заводит в коряги. Живца хватает и сразу в коряге прячется. Короче, будем пробовать. Году рознь, так скажем, тем более в этом году зима плотная, затяжная такая. Мы в прошлом году уже давно кайфовали вот так в футболках, в кофтах, а в этом году только-только начинаем. Ну ладно, все, давайте начнем, ребят. Я уже 5 поставил, продолжаю в ту сторону. Ну все, ребят, дела сделаны. 15 штук, ребят, я поставил. Ну часто, вот получается у меня вот там последняя, и вот там, где палка стоит, первая. Ну или там последняя, там первая. Стакан наполовину полон, наполовину пуст. Разницы нету, да? 15 штук, ребята. Ну, зачастил 5 метров от друг дружки, наверное, где-то даже ближе. Ну, где-то подальше. Самый пик это вот здесь, прям по центру, как помнится. Но в прошлом году вода побольше, конечно, была. Глубина больше была. Здесь сейчас прям с-подо льда вообще сантиметров 30. И сразу всякие бревна, дрова, ребята. Вот в этих дровишках щучка и ползает. Ну, прошел час и сработок пока не было. Ну все, в целом, за час я управился, сейчас 3 часа. Вот у нас еще есть 3 часика, в принципе, порыбачить. Блин, день такой длинный, ребята. Вот хоть что хочешь делай, вообще просто красота. Это я помню, декабрь, 8, в 9 только рассветает. В 2 уже сумерки. Вообще ничего не успеваешь. А тут вон, ребята, целый день. Красота. Ладно, что, поедем рыбалить. Поставим кормачок, закинем удочки, посидим, чайку попьем. Там народ, отдыхают, пообщаемся, короче. Ну и в целом завтра рыбалка. Я просто сегодня пораньше поставил, думал, есть время, съезжу. А так еще живца половим. Ну, короче, ребят, поедем порыбалим. А завтра уже посмотрим, что здесь как. Может за ночь что-то, может вечером щелкнет. Ну, с утра, я думаю, завтра что-то должно быть. Так, чисто разнопланово, ребята. Строим себе рыбалку. Ладно, едем. Ну, давайте, жулечки, клюйте. Поехали. Вот, ребята, с 2 гусенками. Серьезный такой агрегат. Ну, умельцы могут делать. Тут сидел, насобачил, нагрязнячил, блин. А не стал бурить уже, ребята, чтобы не пугать. Сяду на луночке здесь. 2 удочки поставлю. Кормачок поставил. Сейчас попробуем.
Здесь течение. Поводками будем рыбачить. Вот это плотва, блин. Вот это конь. Смотрите, ребятки. Хороший конь. Сразу поклевка на эту. Вчера хороший будет, наверное. Вот это кони. Таких можно рыбачить. Ушла, сорвал. Шубочка скрипит, блин. Надо закипать, этот комбикорм мешает, блин. Не люблю, когда грязно. О, какая конская просто. Вот что значит водичка пошла под лед. Немножко тепло стало, вода пошла и все сразу. Ух ты. Ох, какая, ребята. Конская просто. На ту загибает, блин. Тут сидит уже, кажется. Вот. Так, ребят, клюет, она аж удочку утаскивает. Ух ты, ух ты, ух ты. Еще крупнее, ребята. Просто кони, блин. Все, проехали. Тишина. Мания у них по льду ездить. Ставь ты там собаку. Приди пешком, рыбачь.
стрелец. Ильчик попался. Ох, как хорошо взял-то. На котлеты. Сходу хапает. Сходу, ребят, хватает. Вот. Техника проехала. Чуть-чуть постояла и опять начала. Шла. На все удочки клюет. Строго конская. Одну уже, ребят, удочку убрал. Одну сейчас крючок кто-то оторвал. Походу какой-то конь сел. Пока перевязываю, не дает перевязаться. Просто долбит сразу. Только закидываю. Крючок. Никакой мормышки. Поводок. Течение. Парыш гуляет там. И сразу, ребят, поклевки. Ну, кто-то оторвал мне хорошо. Ох ты, нифига. Какая сорова, ребят. Ставил, ребят, мормышку рядом. Мормышка вообще не клюет. Поводок, крючок работает, только кинь. Мормышку поставил 0. Вот так вот. Народу, ребят, куча. Все под боком сидят. Ну, уже половину домой собирается. Вечера я же поздно приехал. Ах ты. На мормышку. Поклевка. На мормышку, ребят, опять поклевка. Ох, какая красавица. Красивая какая. Но крючок все равно получше. Чайку хоть хлебнуть. После жалится, еще чай не пил.
Гнет, ребят, смотрите, что там делается. Эльчик. Ильца мало попадается. Илец. Ну, какой агрегат, ребят. Интересная моделька. Такой не, конечно. На игру. Еле вылазит, блин. Да. Огонь, конечно. Красавица. Подачами-то, ребят, парами ходит. Бам. На эту сразу бам. Жесть. До этого живца найти не могли вот эту рыбешку. А тут я положил 5 штучек всего в кан. Все туда накидал, уже не знаю сколько там. Красота. Вот весна. Вот это сразу видно, что весна пошла. Клюет. Все, ребят, я уже практически один остался. Там еще сверху червячек сидит один. Все уже наловились. Целый день долбили плотву эту мешками, блин. Так она хорошая, ребят. Ее и вялить можно, и сушить. Котлеты. Я тут на час заехал, блин. Ну, полтора, наверное, сижу, ребят. Не знаю, килограмма 2 уже точно есть, если не больше. Так они все 150-160 грамм, наверное, такие. Ну, есть экземплярчики. Да, красота.
Рыба поперла, шевельнулась. Водичка пошла. И вот рыба поперла. Вот все ждали, ребята, ее, эту водичку. Бешеный клев прям. Ну, хороший клев. И главное на поводки. Мормышка редко-редко была поклевка. Сейчас опять поставил, вот опять клевать начал. Здесь течение, и вот поводочек играет с опариком. Даже не надо ничего не подыгрывать, ничего. И она прям хам с лету. Но крючок один оторвала. Первая леска 0,1. Вот так вот. А тут, ребят, по разговорам слушал, что в течение дня у одного 2, у одного 3 мормышки. Короче, есть экземплярчики такие хорошие. Здесь и головлю попадаются. Ельца почему-то нету. Я поймал всего лишь 5 штук, наверное. А в основном сорога вся вот плотва. А по красоте что? Вот с Демиром нам надо было ехать куда. Просидели мы ночь с ним. Здесь, наверное, она и ночью будет клювать. А вот столько за ельца сказал, и вот елец попался. Средний тоже. Ельцы бывают, ё-моё, тоже, конечно. Кабаны. Так что посижу еще минут 15, наверное. И поеду. Посмотрю там жерлицы. Чё почем. А завтра уже с утреца спокойно приедем. Вон там гнет, ребят, смотрите. Вот так она и клюет. Одну только достанешь, вторая уже гнется, блин. Ах ты. Еле заходит, ребята, в лунку. Конская плотва, конская. Красивая. Ну, тут что делает? Да. Приятный клев. Ничего не скажешь. Шуточки хрустят, блин. Удочки аж подхрустывают. Крык, крык. Сидишь так, сзади сидят тоже люди. Слышно только крык. Удочка щелкает. Леска звенит, удочки щелкают. Приятно. Тут еще течение. На течение, на хопа. Натяжка такая хорошая, прям сразу. Ух ты, ух ты. Фига, ребята. Это что-то было. Просто мощное. Слетело, блин. Что-то прям было такое, блин. Неподъемно, что не пошло, а потом пошла и соскочила. Ух ты, блин. Кони какие. А тут что? Тоже тащит, блин. Конская плотва, блин. Конская плотва. Опа. Поднимается даже так интересно как-то. Домой надо ехать, в принципе, как будто уже хватит. А азарт, ребята, понимаете, азарт рыбацкий не дает. Не то что жадность. Как бы. Азарт не дает. Опа. Ох, 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 ох.
Ну красивая, ребят, сорога. Просто красивая. Так, друзья, ну что, наверное, хватит. Пора завязывать с этим делом. Посмотрим, сколько поймал. Так, чисто ради интереса. Холодильник открываем. Вот, ребят, какая красивая, да? Просто шикарная сорога. Вон какие селедочки. А тут, вон, ребят, какие конские. Ну да, тут достаточно больше 2 килограммов. Красивые. А, они тут снизу еще. Ельчик на живца пойдет. Тепло, он не замерзает. Все, ничего не оставил. Ну вот, ребят, как-то так. Вот есть прям шикарные вот такие, ребят. Смотрите, селедочки. Не знаю, сколько тут. Вот они. Суперские. Ах, красота. Я еще пакета не взял. А сидел-то вот 2 часа, ребят. В принципе. Шикарный, шикарный клев. Вот она еще клюет до сих пор. Ну, надо ехать до дому. Дела еще есть кое-какие. Так что нормально. Кормачок. Сыплю просто комбикорм гранулированный. Он потом разбухает. И по красоте. Стараюсь удочку, рыбку подкармливать. Ну вот здесь кто-то сидел, высыпал на лед. Но завтра этой каши уже не будет, ребята. Птицы все съедят. Птички, синички, они все съедят. Ну что, килограмма 3, наверное, ребята. Котлеты. Отлично. Да. Приятно, не спорю. Потаскать так, чисто для души. Хотя эту рыбалку я уже поставил, ребят. Закинул на дальний план. Я стараюсь сейчас все рыбачить жалиться. Но когда вот так едешь живца половить, и давно не клювала рыбка, прям очень приятно. Удочки, еще раз повторюсь, ребят, леска основная 0,1, грузик 2 грамма, поводок и крючочек. Вот, работала прям отлично. А мормышку ставил нифига. Ну, поймал, конечно, немножко, но так как на крючок брало, конечно, лучше. Все, друзья, выхожу до буксировщика. Проеду сейчас, посмотрю жерлички. Есть там, что-то нет. Закопать не буду. Тепло. Сегодня что-то ночью обещали минус 2-3, что ли. Завтра уже минусок. Опять же, что-то до 6. Ветер северо-западный. Возможно, завтра даже уже не будет клювать.
Вот она так попадешь в нужное время, в нужное место. Ну ладно, что, посмотрим сейчас. Ложу вот так резиночку. Вот так ее прижимаю, чтобы ящик не прыгал у меня как ненормальный. Живца сюда. Живец с запасом. Жерлички. Сумочки. Да, немножко морозик есть. Чувствуется. Подзамерзло все. Загара нету. Тишина. Щучка вечером не гуляла что-то. Да, ни одного загара, ребята. Ну, может, что завтра будет. В целом, по плотве неплохо ударили. Не то вперед. Попылил до дому. 6 километров, если быть точным. 15 минут, 20 и я буду дома. Вот такая рыбалочка вечерняя получилась. Неплохая. Прям кайфанул так от души. Завтра приеду, посмотрю по жерлицам в течение дня, что да как. Ну и, короче, порыбачу также. Попробуем плотву половить. Только завтра с утра приеду. Все, ребят, буду прощаться. Не забываем ставить лайк, подписываться, ребят. Весна только наступает у нас. Так что у нас самая рыбалка вся впереди. Все, всем желаю удачи, ребят, на водоемах. Ну и на связи. Полетели. Дома.